Овсянка на завтрак. Что может быть банальнее? Однако диетологи и врачи не перестают рекомендовать употреблять ее по утрам. Я хочу рассказать кашу про геркулесовую кашу. Они бывают обычно 10, 15, 20-минутной варки, то есть длительные варки считается. Они являются очень полезными по составу. Содержат много клетчатки, много витаминов, минералов. По составу, по пользе они предпочтительнее всего. Особенно людям, которые следят за своим здоровьем, следят за своим весом. Также, возможно, людям, страдающим ожирением или сахарным диабетом, тоже прекрасно подойдут такие кашки. Еще один вид геркулесовой каши 2-, 3- и 5-минутной варки. Естественно, такие каши слабее по составу полезных свойств, в отличие от предыдущей. Обработанность побольше. Соответственно, за счет этого снижается длительность варки. Но людям, которые не страдают каким-то избыточным весом, или не преследуют цель похудеть, в принципе, можно такие каши себе позволять. Самые популярные, но вредные каши, не требующие варки. К употреблению такие каши диетологи не рекомендуют, разве что в виде исключения. Под здоровую кашу, описание здоровой каши они не подпадают. И регулярное употребление таких каш может приводить к набору веса. Еще одна категория – детские каши. Взрослым они не рекомендуются. Лучше всего использовать их по прямому назначению – готовить для детей. Добавляется и сахар, и сливки, и молоко, и масло, поэтому это только конкретно детские каши. И взрослым не рекомендуется. Согласно рекомендациям диетологов, овсянку следует готовить на воде. В таком виде она наиболее полезна для желудка и для похудения. Пожалуй, сложно будет найти еще один продукт с подобными полезными свойствами для организма человека.